Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать вам о ярких событиях в столетней истории ТАССР. В этот день, 17 марта 1991 года, жители республики приняли участие во всесоюзном референдуме. Им предложили ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной Федерации равноправных суверенных республик. Татарстанцы высказались «за», однако позже, в декабре этого же года, Советский Союз исчез с карты. В 1992 году около часа дня дежурному МВД поступил сигнал о возгорании в здании старого Казанского железнодорожного вокзала. Тогда пожар уничтожил практически все. Восстановили его только в 1997-м. Ну а мы возвращаемся в наши дни. И вот что главное сегодня. Повышенный спрос на рис, гречку, макароны и сахар. Наплыв там был, разобрали. Я подошел, уже ничего нету. Ждать ли дефицита товаров на полках? По магазинам проехался Салават Мухаммадуллин. Чистая работа. Именно те места, где есть соприкосновение рукой. Как против коронавируса обрабатывают автобусы Казани, увидел Рамиль Шайдуллин. В грязной ловушке. Это та грязь и пыль, которая находится в городе, и привозят его сюда. Почему озеро в поселке Дальний утопает в мусоре, разбирался Рамиль Галиуллин. Куда исчезают деревья в Казани? Каменные джунгли. Появятся ли новые саженцы вместо пеньков, узнавала Зарина Ахметова. В Татарстане сегодня зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский штаб. Случай завозной. Это гражданин Франции, который прибыл в Казань. По прилету он находился в самоизоляции, сейчас госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Всего же в России число заразившихся выросло до 114 человек. Растут эти цифры и в мире. По последним данным, заражено больше 180 тысяч человек. Более 7 тысяч больных скончались. Россия закрыла границы для иностранцев с 18 марта до 1 мая. Напомним, в Татарстане по распоряжению Рустама Минниханова сейчас действует особый режим. За актуальной информацией о ситуации с коронавирусом в России и мире можно следить на портале stopcoronavirus.rf. Его запустило правительство России. Рис, гречка, макароны и сахар. На эти продукты в магазинах начался ажиотаж. Главная причина – на всякий случай. При этом ритейлеры заверяют, запасов достаточно. Население просят не поддаваться ажиотажу. Посмотрел полки магазинов и узнал, как обстоят дела на складах. Салават Мухаммадуллин. Рис, гречка, масло, вот сахар, а еще мука и макароны. Все это в топе запросов покупателей. На эти продукты сейчас повышенный спрос, и полки только успевают пополняться. И пополнять их есть чем, заверяют нас в магазинах. При этом ажиотаж на товары первой необходимости продавцы подтверждают. Например, здесь за отдел с крупами сейчас отвечает отдельный сотрудник. Количество товарного запаса у нас не доходит до критического уровня. Кроме того, мы не повышаем цены на продукты первой необходимости. Идем в другой магазин. Здесь полки тоже не пустуют. Ну, почти. Самую дешевую гречку к полудню уже разобрали. При этом все остальные продукты в достатке. А гречку обещают довести. Мы увеличили частоту выкладки на полке, частоту транспорта, логистики до магазина каждого. И увеличиваем сами заказы, которые идут в каждый магазин. О том, что дефицита товаров нет и не предвидится, нам сегодня сообщили в одном из гипермаркетов. В магазинах «Ашан» наблюдается рост спроса на товары длительного хранения. Но, несмотря на это, магазины справляются с нагрузкой. Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет и не ожидается. И сегодня в Минсельхозе республики призвали жителей остыть и не создавать ненужную панику. Татарстан полностью обеспечен продуктами первой необходимости. Мы тоже объезжаем магазины, и когда видишь, вроде стоит ценник, там гречка, а ее нет, просто подходишь дальше, ближе к кассе стоит палет, и та же самая гречка, она на самом деле представлена. То есть, по большому счету, здесь просто нужно немножко остыть. Но в мессенджерах совсем другие настроения. Кто-то то ли намеренно, то ли нет, но создает ажиотаж. Все нормально. В какие магазины не ходим, везде все есть. Все, я думаю, переживать не стоит. Вчера вечером я в пятерочку сходил, был. Сегодня в магазинах тоже. Вон же есть все.
как бы вроде не знаю, что искусственный дефицит какой-то создают. И сегодня призвал россиян не покупать продукты впрок Владимир Путин. Президент заверил, что ситуация с поставками в магазины надежная, так что бежать галопом за крупами и маслом смысла нет. Салават Мухаммадуллин, Даниил Фуатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов расширил список стран, по приезду из которых нужно в обязательном порядке позвонить на горячую линию и затем 2 недели находиться в домашней изоляции. Ехать в больницу не стоит. После обращения медики будут наблюдать за здоровьем на дому. По факту карантина работодатель будет оформлять больничный лист. Еще раз, карантин касается всех, кто прибыл из-за границы, и неважно из какой страны. И сегодня же президент Татарстана поручил перенести весенние каникулы. Они начнутся уже с 19 марта. Также Рустам Минниханов поставил задачу проработать вопрос дистанционного обучения в Казани на случай, если потребуется продлить школьные каникулы. С этого дня в связи с коронавирусом в республике начинает действовать ряд дополнительных ограничений. Так, во всех районах отменят или перенесут все мероприятия с массовым участием людей. Вводится запрет на курение кальяна, как одного из источников распространения инфекции. Запрет распространяется на все заведения. Кроме того, вводят ограничения на работу ночных клубов во всех городах. Минтранс Татарстана прорабатывает с авиаперевозчиками вопрос временного ограничения рейсов из республики за рубеж и обратно. Предупрежден, значит вооружен. Минздрав России и Роспотребнадзор выпустили серию видеороликов, где просто и наглядно показано, как вести себя во время пандемии. Достаточно следовать простым советам. Проверка температуры сотрудников каждое утро, контроль за их здоровьем и санобработка рабочих мест. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор всем работодателям, чтобы предотвратить распространение вируса в офисах. Сегодня начали следовать им и на нашем телеканале. О дополнительных мерах безопасности в деле Салават Мухаммадуллин. Кто-то закрывает глаза, другие удивляются, третьи улыбаются. При этом на проверку все, без исключения. Тем более, что времени замер температуры занимает буквально 10 секунд. Нормальное явление, ничего сложного в этом нет. Секундное дело, ничего в этом плохого не вижу. Действительно, лучше перебдить, чем недобдить. Вот такие вот меры уместны, и я не против. Я думаю, что эта мера очень важна. Вообще, не только в коллективе, а вообще для общества в целом. Я за. Параллельно, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в кабинетах и коридорах телерадиокомпании идет санобработка. Каждый час. Полы, дверные ручки, санузлы дезинфицируются, все подряд. Средства для обработки твердых поверхностей, такие как ручки дверные, перила и все твердые поверхности, которые имеются в местах массового пользования. И также средства для мытья полов. В редакции новостей на столах у корреспондентов антисептики для рук. Ньюсрум постоянно проветривается. Закрываем окна и на 5 минут мы каждый час проветриваем. Все для того, чтобы у нас был свежий воздух, чтобы не заболеть. Раз в день. Обязательно. Телефоны, сотовые телефоны. Вот мышку от компьютера. Также на телеканале запрещены экскурсии. Сотрудники из заграничных отпусков сразу идут на карантин. Такие рекомендации от Роспотребнадзора получили все работодатели. Здоровье превыше всего. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В ПАТП Казани начали свою борьбу с коронавирусом. Теперь каждый день все транспортные средства обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует распространению любых инфекций. Что это за вещество и как долго его будут распылять, узнал Рамиль Шайдуллин. Люди в спецкостюмах, в руках которых спецсредства, вот уже вторую неделю привычная картина в городских АТП. Они дезинфицируют салоны автобусов, места, с которыми соприкасаются пассажиры. То есть это все поручни, все ручки на сиденьях, ручки на форточках, ну, соответственно, и остальную часть сиденья, стекла тоже все обрабатывают. Обработка занимает 5 минут. Вещество называется бактерин. Его используют все перевозчики города как меру предосторожности против ОРВИ, гриппа и коронавируса.
абсолютно во всех транспортных предприятиях, а также и в метроэлектротрансе. ПАТП номер 2 к обработке приступили одними из первых, усилив защиту и внутри предприятия. По их данным, обработка одного автобуса обходится в 75 рублей. Но эти затраты не отражаются в стоимости билетов. Конечно, нет. Все это делается, покупать за счет предприятия. После таких процедур в автобусе не должно выжить ни одной возможной инфекции. Все из-за обильных распылений раствора. Причем как минимум до осени. Говорят, такого вещества закуплено уже на полгода. По данным городского комитета по транспорту, сегодня 100% автобусов на маршрутах обработаны. Непосредственно полы обрабатываем, сами моем, все химикатами, все это, и поручни, и стекла, мы все протираем. И очень хорошо, надо обязательно обрабатывать. Боимся автобуса сесть. Дома сидим. По данным перевозчиков, обязательная дезинфекция транспорта началась на прошлой неделе. Завершится после рекомендаций Роспотребнадзора и стабилизации эпидобстановки. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Превращают озеро в болото. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители поселка Дальний. Люди говорят, что мусор привозят и сбрасывают со всего города. И все это вблизи жилых домов. Как с этим намерены бороться казанцы и экологи, расскажет Рамиль Галиуллин. Такой неприглядный вид сегодня на берегу озера, который находится между ЖК «Победой» и поселком Дальний. По словам местных жителей, горы мусора здесь начали появляться несколько лет назад и растут день ото дня. Вот эта правая сторона берега, она больше, чем 4 метра уже засыпанная. То есть они отняли водную гладь. Кирпичи, бетонные блоки и другие отходы. Чего здесь только нет. Озеро буквально заваливают мусором. Возмущен Александр Егоров. Говорит, приезжают тракторы и грузовики. Здесь привозят смет, то есть смет это та грязь и пыль, которая находится в городе, и привозят его сюда, на берег вот этого озера. И на всю ту неделю они его просто толкали трактором в воду. И все это в нескольких десятках метров от жилых домов, говорят жители. Беспокоятся они и за местную фауну. Собственноручно в это озеро запускал 4 ведра рыбы. Это было лет 6 тому назад. А теперь я уже не пойму, что здесь стало. С каждым годом все хуже и хуже. Бьют тревогу жители Дальнего уже не первый год. О том, что весна приносит им не подснежники, а кучу мусора, мы не раз рассказывали в 2019-м. Сюда свозили снег со всего города. Тогда выяснилось, свалки экологи знают, она санкционированная и временная. Участок в поселке Дальний один из 3 в городе, определенных исполкомом для разгрузки дорожного смета. За него в ответе МУП «Городские мосты». В последние дни нам пришлось завести на данную площадку лед, сколотый из проводковой части дорог. Так как такой лед не принимают на снегополильной станции, оставлять его на дороге небезопасно. По окончанию зимнего периода данную площадку мы сдаем комиссии, в которую входят представители администрации, экологической службы и Роспотребнадзора. Как пояснили в Минэкологии, они следят за ситуацией. Отобрали на данной территории осенью отбор проб, как с этой территории, так и с фоновой территории. И после того, как они приведут в соответствие, повторно будет проведен отбор проб. Пока, по всей видимости, жителям придется набраться терпения. В случае, если пробы покажут нарушения, то виновнику грозит серьезный административный штраф. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Карта убитых дорог, где в Казани снег снова растаял вместе с асфальтом. Читайте в интернет-газете «Реальное время». С зеленью в городе и так не густо. Жители Казани встревожены из-за массового спила деревьев в центре столицы. На месте лип, которые летом украшали Карла Маркса, остались пеньки. По словам местных чиновников, все это часть масштабной программы. Вот так сейчас выглядит одна из центральных улиц Казани. Массовое переселение деревьев застало многих жителей врасплох. Вышли из дома, а улица опустела. На месте пеньки до ямы. Шикарные деревья, тем более, что липы. И вы знаете, мы вот всей семьей очень возмущаемся. Ну, каменные джунгли. Не надо по-человечески сажать деревья, а не так, чтобы каждый год. Один год посадили, спилили, на следующий год снова сажают. У нас точная застройка, парков очень мало, зелени очень мало. Как бы, да, согласен, проблемы есть. Несмотря на то, что жители города негодуют, работы продолжаются и по сей день. Так в столице около 1500 деревьев спилят, почти 2500 пересадят. Это часть масштабной программы, говорят в Горводзеленхозе. Спиливают на 22 улицах Казани. То же самое сделали на Кремлевской 2 года назад. Там высадили высокодекоративные липы. Каждое дерево мы обследовали,
дефектовые ведомости мы составляли конкретно, какие деревья куда пересаживаются, какие деревья убираются. Вместо них высадят более 8300 новых. Это липа, тополь, клен, ель, яблони, рябина и другие. Это высокодекоративные, крупномерные деревья тех пород, именно, которые показали наибольшую приживаемость в нашей среде. Общая сумма затрат 280 миллионов рублей. Работы ведутся с поставщиками. Как поставщики в ближайшее время поступит материал и будут производиться высадка. Этого жители столицы ждут с нетерпением, но уже переживают, сможет ли прижиться молодняк в таких условиях и не придется ли на следующий год вместо них сажать новые саженцы. Зарина Ахметова, Игорь Романов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. А я напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Получить госуслугу в Татарстане станет намного проще. Цифровое взаимодействие подразумевает, что ты в любое время суток, в любой точке земли, в любом городе Татарстана можешь получить ту или иную государственную услугу. Не повлияет ли коронавирус на цифровую экономику? Об этом Алия Хайрудинова. Секретная история. Американские, английские никакие шпионы тут уже не могли сюда попасть, во-первых, да? Что в Казани делали немецкие танки, узнал Дмитрий Аринин. В каких условиях появилась та СССР? Почему ее первую конституцию федеральный центр не согласовал? Сегодня в шоуруме КФУ дискутировали на тему образования та СССР. Как она появилась? Правда ли, что существовала рабоче-крестьянская республика? О неизвестных страницах истории Вероника Гайнудинова. Сколько поколений изменилось с момента образования татарской АССР. Как появилась ТССР, формировалась татарская государственность. И что мы празднуем в итоге? Мнениями и взглядами делятся в дискуссионном клубе. Садри Максуди, он был ведь сторонником национальной культурной автономии. И у него логика в рассуждении была. Историки копают вглубь, как назвать новую республику. Национально-культурная автономия, Большая Татария, Татаро-Башкирская республика. Рассматривали несколько вариантов. Мало кто знает, что с февраля по май 1918 года просуществовала даже Казанская рабоче-крестьянская республика. Но с моей точки зрения, я в этом глубоко убежден, что сущность нации определяется или наличием суверенитета, или стремлением к суверенитету. Еще в 1926 году у ТССР могла появиться Конституция. Почему федеральный центр отказался ее признать? Не было четкого понимания в отношении статуса республики. И это как бы не было консенсуса. Это привело к тому, что Конституция Татарстана не была утверждена на общероссийском уровне. Поэтому провалился этот проект. С вашей точки зрения, каковы тенденции? Куда мы движемся? Затронули и тему настоящего: политика, устройство страны, государственное образование. В таких вопросах сколько людей, столько и мнений. Самое главное, чтобы мы жили не вчерашним днем, сегодняшним и завтрашним. Вот я хотел бы, я надеюсь, что так оно и будет. Татарстан как оставался одним из локомотивов России, да, современной, это и в экономическом, культурном развитии, он, наверное, таким должен и остаться, и я надеюсь, он останется. Историки уверены, нужно знать прошлое, только так можно построить будущее. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Еще один интересный факт из истории ТССР. В этот день, 17 марта 1926 года, между СССР и Германией подписано секретное соглашение о создании в Казани школы для немецких танкистов. Учебный центр работал тайно в течение нескольких лет. Чему и как учились у нас танкисты, узнал Дмитрий Аринин. По соглашению 26 года предполагалось, что школа заработает уже на следующий год. Однако ее строительство и оборудование затянулось, и здесь к занятиям приступили только в 29-м. Учебный танковый центр, получивший название КАМА, расположился возле озера Кабан в бывших каргопольских казармах. Здесь построили военный городок, стрельбище и танковый полигон. Все делали тайно. По легенде, сначала здесь были курсы для трактористов, а потом занятия ОС-авиахима. Учебные занятия проходили в Казанском Кремле в корпусе юнкерского училища. Они даже на фотографии 42 года, когда Казань фотографировали, Кремль подписали: военная школа. Это для них было святое место. Для школы в Казани
Казани из Германии привезли образцы танков и приехали преподаватели. Вместе с немцами учились и советские танкисты. Здесь, на месте современного театра кукол, в начале 30-х годов прошлого века было еще чистое поле. И именно здесь, как рассказывают очевидцы, проходили танковые учения. Интересный факт: в 1929 году один из танков, он утонул на Среднем Кабане. Немецкий офицер погиб, а два советских офицера успели танк покинуть. В Казань приезжал и создатель немецких танковых войск Гейнц Гудериан. Даже фильм «Освобождение» Гитлер там заявляет, что мой лучший генерал Гудериан учился в Казани. Но это анекдот, конечно, этого не было. Гудериан мог только учить здесь, в Казани. Но, к сожалению, тоже только закрывал эту школу. Свернуть занятия решено было в 1933 году с приходом к власти Гитлера. Как рассказывают, при закрытии школы оставшиеся немецкие танки Т-1 и Т-2, чтобы они не доставались ни советской стороне, ни немцам, решено было затопить здесь, в озере Кабан. За время работы центра в Казани выучились более 200 танкистов. Многие выпускники впоследствии стали выдающимися советскими командирами. Полученные технологии помогли нашей стране создать и свои танковые войска. А в Казани же появилось уже всем известное танковое училище. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Республика, как и вся страна, продолжает обсуждать поправки в Конституцию. Быть ли изменением решится на всенародном голосовании предварительно 22 апреля. Мы спросили у татарстанцев, примут ли они участие в волеизъявлении и что по поводу поправок думают эксперты. Решается судьба наша жизнь. Но за Конституцию можно сходить уже, почему бы нет? Ну как же, это же для народа надо. Чтобы все было у нас в спокойствии, в мире, в добре. Прошло почти 30 лет после, так сказать, новой России, создания. Пора какие-то внести изменения. Не какие-то, а серьезные, существенные. Какие поправки в Конституцию очень важны вот для вас, на ваш взгляд? О демографии, о помощи ветеранам. Производственный процесс повысить и сельхозхозяйство также. Понравилось, что поддерживают молодые семьи, материнский капитал, потом, значит, по уходу за ребенком. То, что за последнее время происходило в Государственной Думе, обсуждение этого закона, это очень важный и переломный момент в истории нашей Российской Федерации. Мы все понимаем, что все же ведь в развитии берется. И в нынешней ситуации, в нынешних условиях принятие таких поправок, оно крайне необходимо. Очень много вопросов, касающихся сферы детства, касающихся сферы семей с детьми. Это очень правильно. Действительно, дети – это наша высшая ценность. И если подобные понимания будут заложены в основной закон нашей страны, это, конечно, хорошо. К другим темам. Сегодня из-за коронавируса поменяли формат вторничного брифинга в Доме правительства. Он впервые прошел дистанционно. Глава Минцифры Айрат Хайруллин объяснил все, чтобы минимизировать контакты. О чем говорили, расскажет Илья Хайрудинова. Вместо зала Кабмина свое рабочее место. Коронавирус диктует свои правила. Сегодня Министерство цифрового развития проводит традиционный брифинг дистанционно. В зале сегодня никого, все на связи онлайн. Министр поясняет, мера вынужденная. Но речь о другом. Через 4 года 70% взаимодействий граждан и организаций с госорганами должны происходить в цифровом виде. Все это по национальному проекту «Цифровая экономика». По поручению президента Татарстана на эту цифру нужно выходить уже через 2 года. Цифровое взаимодействие подразумевает, что ты в любое время суток, в любой точке земли, в любом городе Татарстана можешь получить ту или иную государственную услугу. При этом это взаимодействие должно быть не только в цифровом виде, но самое главное, чтобы оно было удобным для гражданина и для бизнеса. Вопросов у журналистов по цифровизации экономики сегодня не было. А вот ограничения с коронавирусом беспокоят многих. Готовы ли вузы республики к онлайн-режиму? Уже накануне некоторые перешли на дистанционное обучение. Вот пусто в коридорах КХТИ. Почти 10 тысяч студентов сегодня получают знания, будучи дома. Эти вещи идут с помощью кабинетов, которые сделаны в Moodle. То есть есть такой программный продукт как раз для дистанционного обучения.
Там заложены уже курсы обучающие, там студенты непосредственно тестируются. Сегодня уже говорят о киберкоронавирусе. Это все на руку мошенникам. От имени сотрудников ВОЗ они отправляют электронные письма с просьбой сообщить персональные данные или собирают лжепожертвования на борьбу с недугом. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. И в завершении выпуска еще раз об основной теме, о коронавирусе. Несмотря на пугающую статистику и особые меры предосторожности, россияне не теряют чувство юмора. В сети начали появляться вот такие шутливые ролики. И в продолжение выпуска информация о погоде. У нас пока все. Всего вам доброго. Весной все непостоянно, а в марке стабильность. Datsun от 392 400 рублей. 3 года обслуживания в подарок. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. Аллен Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. В Казанской городской филармонии событие, новый формат. Солисты филармонии, оркестр народных инструментов Казан-Нуры и гордость республики, ансамбль танца «Казань». 26 марта концертный зал филармонии. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! О погоде на 18 марта после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и со скидкой 20%. Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается вполне комфортная погода. Ночные температуры повысились, днем тоже тепло, +5. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не ожидаются, теплая погода, но ветер усилится. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши в основном будет облачно. Солнце временами будет выглядывать из-за туч, температурный фон повысится. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси такая же ситуация, без осадков и до +6. Для юго-запада 18 марта будет очень теплым. Дневная температура +8. Порывистый ветер – единственное, что может доставить дискомфорт. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше теплый атмосферный фронт продолжит удерживать повышенный температурный фон. Осадки не ожидаются. В последующие сутки на большей части нашей республики синоптическая ситуация существенно не изменится. Вероятность осадков по-прежнему будет небольшой. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара.
В столице республики ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ночные часы около 0, а днем воздух прогреется до +8. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление выше нормы, влажность воздуха 67%. В магнитном поле Земли спокойно. Рижский хлеб – это хлеб с богатой историей и непревзойденным вкусом. Натуральное сырье, без использования дрожжей, смесей и улучшителей вкуса. Он уникален своей технологией, которая не меняется вот уже несколько столетий. Идеален для постного стола. Возьмем артезианскую воду, муку от лучших производителей из отборного зерна и смешаем со старинными секретами латвийских пекарей. Что получим? Рижский хлеб. Заварной хлеб ручной работы, без консервантов, дрожжей и масла. Идеален для постного стола. Рижский хлеб. Больше, чем просто хлеб. Спрашивайте в магазинах города.